Наш регион в туриндустрии страны пока больше известен по плато Мань-Пупынер. Одно из 7 чудес России не один год раскручивали, как бренд республики. Но наш северный край более многогранен, считает директор финно-угорского этнопарка Елена Иванова. И сегодня задача показать это. Тем более, что туристы из соседних регионов уже облюбовали наши окрестности. На Новый год в этнопарке будут созданы каток. Мы сейчас строим горку длиной 18 метров. Значит, мы сейчас в поддержку акции «Добрый Новый год» совместно со студентами колледжа искусств Республики Коми проводим волонтерскую акцию, в рамках которой они создают на территории этнопарка город снеговиков и снежный лабиринт. Значит, также мы надеемся, что все-таки к Новому году у нас появится тюбинговая трасса. Поэтому не случайно первое знакомство гостей с Коми-землей началось именно с финно-угорского парка, где можно не только отдохнуть с семьей. Рядом располагаются старинное село Иб и святые источники. В селе 14 храмов и часовен. Вряд ли найдется село, где бы было столько храмов и часовен. Из них сохранилось 4. Кстати, о наших необыкновенных местах гости уже наслышаны. Поэтому сюда они приехали не только увидеть воочию, но и перенять опыт. Мы давно слышали, в общем, по телевизору тоже показывали вас, да, что вот этнопарк у вас продвинутый, выражаясь современным языком, уже молодежным сленгом. И национальная политика хорошо ведется, и поделиться опытом. Цель была такая, чтобы научиться. И ведь ничего во многом не надо и придумывать, хотя бы самое лучшее взять ваше за основу и подобное сделать с нашими составляющими. Кировчан заинтересовал наш сельский туризм. Развитие этого направления в Коми в этом году отметили на международном уровне. Наша республика вошла в топ-10 лучших регионов страны в конкурсе социально ответственного туризма «Путешествуя, помогай». По словам вятских соседей, сегодня даже самый маленький населенный пункт можно сделать привлекательным для туристов, используя свои изюминки. Наш родной Рычевский район – это столица истебенского огурца, так сказать, региональный фестиваль, который проходит уже 20 лет на нашей территории. И, конечно же, вот наша территория это небольшая, она оживает именно вот в сезон засолки, произрастания огурцов. И год от года, мне кажется, вернее, мы уже уверены, он становится популярным. Вот наш регион, вообще в целом, не только район, благодаря вот этому бренду. Наша республика позиционирует себя и как грибной край. В последнее время среди городских туристов все больше популярны маршруты в лес, отмечают туроператоры Коми. Впрочем, сегодня у представителей турбизнеса есть продукты на любой вкус. С посещением музеев, дегустацией коми-кухни, мастер-классами. За один день можно увидеть достопримечательности сразу нескольких районов. Была команда из Швейцарии, были немцы, были французы. Очень нравится им отдыхать, им все это очень, особенно когда увозишь их в деревню, там где 5 человек живет, да, им это очень нравятся, такие аутентичные туры, включающие какие-то элементы деревенских развлечений, сено собрать, шанги испечь, на конях покататься, да, на лошадях. Результатом сегодняшней презентации должны стать новые турпродукты, которые не стыдно и за рубежом продвигать. Этнопарк совместно с Вологодской областью сегодня уже разрабатывает общий маршрут Киров, этнопарк Остюг. Кроме того, готовятся еще 2 проекта. Какие именно, пока секрет. Елена Кононова, Константин Куратов, Василий Янин, телеканал Юрган.